Оценить и измерить их подвиг невозможно, а имена их навсегда вписаны в героическую летопись государства и нашей республики. За каждой золотой звездой героев России и Советского Союза история и судьба человека. У кого-то она оборвалась трагически во время спасения других жизней, а кому-то суждено со звездой на груди напоминать современникам о том, что место подвигу есть в жизни каждого человека. Первым высокого звания Героя Российской Федерации был удостоен генерал-майор авиации Сулумбек Асканов. 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета произошел неожиданный отказ управления. МиГ стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. 2015 год ознаменовался особенным юбилеем – 70-летием Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И чем дальше отдаляется от нас та война, тем более величественным предстает перед нами подвиг людей, разгромивших фашизм и удостоенных высшего звания Герой России. Капитан Руслан Гудантов, командир звена штурмового авиационного полка Шервани Костоев, летчик-бомбардировщик Ахмед Мальсагов, которого прозвали «Горным орлом». Успешно громил врага и легендарный ингушский летчик-истребитель младший лейтенант Мурат Аздоев. За время войны он совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. В январе 1944 года в ходе боевого вылета истребитель Аздоева был поврежден огнем зенитных орудий. Тогда пилот направил горящий самолет на эшелоны врага, а сам в последний момент выбросился с парашютом. Он пережил плен и концлагеря, но все же смог вернуться в ряды армии. Мурат Аздоев награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, а спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Российской Федерации. Но годы, когда противники открыто воевали на поле боя, ушли в прошлое. Пришло время тех, кто, прикрываясь масками, стреляет в спину. От таких пуль 21 июня 2004 года погиб исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев. У него остались жена и 5 детей. 15 пуль лишили жизни полковника ФСБ Алихана Калиматова, обстрелянного неизвестными. Дома его ждали супруга и сын. По дороге на работу были обстреляны секретарь Совбеза Ингушетии Ахмед Катиев и его водитель. Оба погибли. Все эти люди удостоены звания Герой Российской Федерации и медали «Золотая звезда» посмертно. 7 августа 2009 года было омрачено неожиданным взрывом. Утром, когда больше 50 сотрудников милиции проходили на плацу инструктаж, ворота отдела неожиданно протаранила «Газель», груженная взрывчаткой. Капитан Руслан Наргиев открыл огонь по автомобилю. В результате взрыва РОВД и соседнее жилое здание были разрушены. Более 20 человек погибли, около 250 человек, в том числе 9 детей, были ранены. Погибших могло бы быть больше, но благодаря тому, что капитан Наргиев выиграл время перестрелкой, его сослуживцы смогли рассредоточиться, укрыться и занять более выгодные позиции для обороны. Среди погибших были мои друзья, мои коллеги, которым я верил, доверял, которым я мог пойти куда угодно, зная, что эти люди рядом со мной. Я чувствовал себя надежно, но на мгновение ока большая часть этих людей не стала. 14 июня 2012 года звезда Руслана Наргиева нашла своего героя. Взрыв автомобиля принес горе и слезы семье Костоевых. Обнаружив автомобиль, проходивший по ориентировкам, Абубакар Костоев и его напарники потребовали водителя выйти из машины. Но прозвучал неожиданный взрыв. Друг Абубакара Магомед Маршаули погиб. Абубакара тяжело ранило. Но после долгого лечения он встал на ноги, и в списке героев Ингушетии появилось еще одно имя. Но нашлось в этой череде и место подвигу ингушской женщины Марем Арабхановой. В 2002 году боевики вторглись в селение Галашки и приняли заниматься мародерством. Ворвались они и во двор Арабхановых. Хозяйка дома, Марем, выгоняла непрошенных гостей. На крики жены вышел ее муж, Осман Арабханов. Боевики направили на него оружие, но Марем заслонила с собой мужа и попала под автоматную очередь.
Единственный герой Советского Союза среди ингушей – первый президент нашей республики Руслан Аушев. Около 10 лет он воевал в Афганистане, прерывая службу лишь для прохождения обучения в Высшей военной академии имени Фрунзе. В сражениях с противником он не раз показывал умелое и решительное командование батальоном. За проявленное личное мужество и героизм капитан Руслан Султанович Аушев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Вот они, братья Аушевы. Гордость и краса советской армии. Все трое воевали в Афганистане, все трое получили ранения. Сыновья воюют, у матери сердце болит. Зато отец гордится сыновьями. Настоящие мужчины, воины, ингуши. Мы выросли в 60-е годы, когда патриотизм был на очень высоком. Все хотели быть Гагаринами, все хотели летать, все хотели совершать подвиги. Я тоже хотел, как и все. В конце 90-х мировое сообщество приковано вниманием к конфликту между Югославской армией и армией освобождения Косово. В Боснии и Герцеговине в это время проходит службу майор Юнузбек Евкуров, который получает секретное задание от российского руководства – захватить стратегический объект аэропорт Слатина. Было 18 человек, этого вполне достаточно было. Мы заняли позиции, все захватили, но так, чтобы никто не заметил, что их захватили. Вот в чем вопрос. То есть под контролем все. Сэр, я вижу человека в военной форме. У него в руках гранатомет. Что он делает? Он на дороге перегородил нам путь. Не проехать, сэр. И это русский солдат. Когда уже колонна пришла, блоки выставили. И подошла колонна уже там с определенное время уже. Англичане, не американцы, англичане были. И они знали, что есть, но не ожидали, что так быстро. И здесь, когда уже готовый блок, окопавшиеся бойцы, и к обороне готовы, и лейтенант с полковником, когда разговаривал, они, конечно, были удивлены, довольно серьезно. За успешное выполнение этого задания Юнузбеку Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации и медаль «Золотая звезда». Это все 13 ингушей, которые носят звание Героя. И самое главное, чтобы потомки помнили и свято берегли эту память, с гордостью передавая ее следующим поколениям.